Здравствуйте, в эфире информационный выпуск новостей Хаберлер. О главных событиях на этот час. В студии для вас работает Асан Абиблаев. Сегодня в нашем выпуске. В Сочи стартовал Международный туристический инвестиционный форум. Всероссийская акция «Журавлик мира» или «День без выстрела на земле». Материальная помощь жителю Армянска. В крымском селе сгорел многоквартирный дом. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о начале осеннего призыва на военную службу. Осуществить с 1 октября до 31 декабря 2016 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет на пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу в количестве 152 тысяч человек, говорится в тексте указа. Теми же документами увольняются солдаты, матросы и старшины, чей срок военной службы по призыву истек. В Сочи стартовал Международный туристический инвестиционный форум ITIF. Основной задачей форума стала перспектива развития внутреннего и выездного туризма в России. На деловой площадке собрались специалисты туриндустрии из разных стран. Глава Республики Крым Сергей Аксенов в рамках участия в Международном инвестиционном форуме Сочи-2016 подписал ряд инвестсоглашений. Сергей Аксенов отметил, что данный форум – площадка, на которой есть возможность проведения переговоров с предпринимателями и другими субъектами Российской Федерации, а также найти взаимовыгодные варианты для сотрудничества. Сегодня в различных населенных пунктах Крымского полуострова и Российской Федерации прошла всероссийская акция «Журавлик мира» или «День без выстрела на земле». Центром проведения акции в Крыму стала площадь имени Ленина, столицы. Как прошла акция, знает Мавиле Юб. Акция «Журавлик мира» или «День без выстрела на земле» состоялась в рамках проекта «Ради будущего». Идея проведения акции нашла всестороннюю поддержку в Государственном комитете по делам межнациональных отношений депортированных граждан Республики Крым, Государственным бюджетом учреждений Дом дружбы народов, национально-культурных автономий, общественных организаций, благотворительных фондов. А вот видите, ребята, вот это наше будущее. Ради этого мы и стараемся, чтобы сохранить мирное небо над нашей прекрасной Родиной. Наша задача взрослых – дать им возможность жить в мире, добре и согласии. И это самая главная задача. В рамках акции прошел концерт-митинг «Молитва о мире» с участием ведущих детских и юношеских коллективов, а также лучшие игровые комнаты полуострова приняли участие в интерактивной программе «Дорогу и добра». В акции приняли участие дети со всех регионов полуострова. Самым маленьким участникам 4-5 лет. Меньше. И мы хотим, чтобы ни в одном уголке мира никогда не выстрелила пушка. Вначале это будет день без выстрела, потом год, потом век, а потом жизнь. И для этого мы организовали одну из акций, и эта акция называется «Журавлик мира». Наш девиз – это «Дети Земли за мир во всем мире». Социальный проект «Ради будущего», рожденный под девизом «Дети Крыма за мир во всем мире», инициирован юными крымчанами, обеспокоенными судьбой своих сверстников, живущих в разных уголках планеты и становящихся заложниками непрекращающихся военных конфликтов и террористических актов. Это тот праздник, акция, когда должно быть мирное небо над головой, не должно быть войн. И вот этот вот праздник журавликов делается для того, чтобы у нас в Крыму никогда не было войны. И я желаю вам всего самого хорошего, процветания и всем и удачи. Мы, как крымские татары, участвуем также в этой акции, чтобы в нашем любимом Крыму было все хорошо и самое главное, чтобы не было войны. Среди гостей был и имам мечети Кибирджами Эдем Люманов. Он от имени Духовного управления мусульман Крыма и города Севастополя поблагодарил организаторов акции. Наши дети – это наше будущее. Какие ценности привьем мы нашим детям, такими ценностями будут они руководствоваться всю свою жизнь. Поэтому, еще раз повторюсь, наше благополучие и наш мир в наших руках.
Организаторы говорят, что акция станет доброй традицией полуострова. Мы желаем сделать этот проект долгосрочным социальным проектом. И нас уже поддерживает наше руководство. Большое спасибо за поддержку наших муниципальных властей, нашему Государственному комитету по делам межнациональных отношений депортированных граждан Республики Крым, Министерству культуры, Министерству образования, всем, кто принял участие в нашей акции. Всем мира, добра и согласия. В 12:00 юные крымчане все вместе запустили бумажных журавликов, выполненных в технике оригами и прикрепленных гелевым воздушным шарам в небо, и загадали единственное желание, чтобы когда-нибудь в мире наступил день без выстрела, год или даже столетие. Мавиле и Юпумер Мустафаев, телеканал Милет. Более 10 тысяч детей со всего Крыма приняли участие в акции «Журавлик мира» или «День без выстрела на земле». В разных уголках республики одновременно ребята запустили в небо символическую стаю бумажных журавлей и воздушных шаров. Специальный проект «Ради будущего» проходил под девизом «Дети Крыма за мир во всем мире». Подробности знают наши корреспонденты. На протяжении 100 дней более 1000 детей, девчонок и мальчишек из разных уголков Крымского полуострова в знак солидарности с идеей о прекращении военных действий на земле складывали из бумаги символических журавликов. Сегодня одновременно в Симферополе, Ялте, Евпатории, Феодосии, Саках, Джанкое, Судаке и других городах и поселках Крыма дети запустили символическую стаю журавликов. Таким способом они обратились к мировому сообществу с призывом о прекращении насилия и боевого огня. В акции также приняли участие общественные организации, воспитанники детских домов и дошкольники. В Феодосии и Керчи «Журавлик мира» запустили в 22 школах. Только в Джанкойском районе акцию поддержали 55 домов культуры. Мы за дружбу, мы за мир. Машем ручками шариком. Маша, вот так вот. Давай. Ровно в полдень юные ялтинцы на площади перед памятником Ленину выпустили в небо воздушные шары, к которым был прикреплен бумажный журавлик. Это день бумажного журавлика, и это день без войны, без стрельбы. И война — это очень плохо, умирает 1000 людей, даже миллионы, и это очень плохо. Война – это очень плохое дело. Из-за войны умирает много невинных детей и людей. Евпаторийские школьники также приняли участие во всероссийской акции «Журавлик мира» или «День без выстрела на земле». Более 300 юных евпаторийцев запустили в небо бумажных журавликов. Акция «Журавлик мира» или «День без выстрела на земле» организована Государственным комитетом по делам межнациональных отношений депортированных граждан Республики Крым, Домом дружбы народов, а также Министерством культуры и образования. София Шукурова, Аким Бекиров, телеканал Милет. Украинские власти запрещают своим ученым сотрудничать с крымскими коллегами. С таким заявлением выступила заместитель директора по научной работе Института морских биологических исследований имени Ковалевского Российской академии наук Наталья Мельчакова. Уже действует постановление Украинской академии наук о запрете участия украинских ученых в научных конференциях, которые проходят на территории Крыма. В противном случае им грозит увольнение с работы. Украинскими специалистами также запрещено иметь научными руководителями специалистов из Крыма и Севастополя. По словам Натальи Мельчаковой, это политический заказ, и наука не должна быть подвержена сиюминутным политическим конъюнктурным интересам. На имущество председателя Крым-Барлиги Сейтумера Немитулаева в Агеническом районе Херсонской области украинские власти наложили арест. Его же обещают арестовать, как только он пересечет границу. Подробности в следующем сюжете. Семья Сейтумера Немитулаева занималась овощеводством. Весь свой бизнес Сейтумер Аха построил в Херсонской области, занимаясь земледелием. На протяжении 10 лет возглавлял администрацию в Геническе. Он всегда стремился работать в Крыму. Однако воплотить эту идею ему не позволяли. В 2010 году назначение было меня на главу администрации Бахчисарайского района. Я прошел все согласования, начиная от крымской власти, которая в то время была, и согласование с президентом Украины и со всеми властями. Но Мустафа Джемилев и вся его команда все делали для того, чтобы я не был в Крыму и не работал. И есть интервью Мустафы
Джемилева, где он говорил, что это чужой татарин. Те, которые за пределами Крыма живут, это не наши татары. В случае с этим Нимитулаевым мы просто видим неумный советский рецидив. При советской власти тоже, при всей ее звериной по отношению к крымско-татарскому народу дискриминационной политики, всегда держали на некоторых относительно высоких должностях пару весьма отдаленных от своего народа людей крымско-татарской национальности. Это для того, чтобы парировать империалистической пропаганде, которая, ясно дело, злобно клевещет на самую мудрую в мире национальную политику КПСС и советского правительства. Тогда Ситумира Нимитулаева назначают главой генической администрации. Однако и там спокойно работать возможности не предоставлялось. С 2010 года это началось, когда Гриценко назначили губернатором. Первое, что он начал полностью террор над моей семьей, над бизнесом, это был чисто заказ Мустафы Джемилева. Это я знаю. Меня травили, 3 раза выбрасывали в дом коктейль Молотова. Поджигать хотели, все делали. Я считаю, что это их рук дело. В 2014 году Ситумир Нимитулаев вынужден освободить место главы администрации. В то же время он принимает четкое решение – вернуться в родной Крым. После того, как я был уволен с должности главы администрации, это было в 2014 году, 10 марта, я глубоко убежден, это было после звонка Чубарова, Рифата. Хотя утром был звонок от губернатора, говорит: Ситумир Нуридинович, мы хотим вас оставить, чтобы вы работали, все. Как у вас отношения с ними? У меня отношения сложились нейтральные, ничего хорошего, ничего плохого. Это был праздничный день, было увольнение. Но после того, как уволился, все, я и до этого собирался в Крыму после того, как на пенсию уйду жить. У меня 3 детей здесь живут, в Симферополе, 6 внуков. Это Крым, родина моих предков. Я в 1967 году, будучи 15-летним мальчиком, более 2 месяцев в Крыму скитались, нас не прописывали. Эта мечта осталась у меня. Сегодня там, в Геническе, на все нажитое за долгие годы имущество Ситумира Нимитулаева наложен арест. Арестованы все имущества. Даже взять вот это на выезде гостиничный комплекс, рынок, они все захватили. Огородили, никого не пускают. Внутри абсолютно все до обоев выбрали. Кондиционеры, телевизоры, ковер, мебель, все вывезли. Вот это Украина, о которой говорят, что это самое демократическое государство. Сегодня в Украине любого могут арестовать, не спрашивая ни отечества, ни родины. Любого могут унизить. Произошел Майдан, это не первый Майдан в Украине и не последний. Я в этом глубоко убежден, у них это будет часто, и ничего хорошего это не приведет. Больше всего Ситумирбей переживает за родственников, которые там остались. Преследования, которые идут в последнее время, очень ужесточились на мою семью, на моих друзей. Всех вызывают в СБУ, опрашивают, угрожают, а что же я звоню. И в последнее время практически я уже никому не звоню, только так мы, когда приезжают, встречаемся, разговариваем. Что сделаешь? Приходится менять десятки телефонов, другого пути нет, я не хочу друзей подводить. Покупаем, выбрасываем другое. Знаю все, что делается сегодня в Херсонской области и на Украине. За бугром остался и самый близкий человек Ситумира Нуридиновича, его супруга Надия Ханум. По сегодняшний день мы все, что заработали, все состояние, какое есть, это на земле. Буду делать все для того, чтобы мы, крымские татары и все жители Крыма, жили по российским законам, но все, что позволяет закон, мы должны добиваться для своего народа. Нариман Тарсинова, Эдем Исмаилов, телеканал «Миллет». В рамках реализации государственной программы по межнациональным отношениям жителю Армянска Экрему Ильясову для завершения строительства выделена материальная помощь в размере 200 тысяч рублей. Тему продолжит Султания Ситакаева. Экрем Ильясов в 1991 году переехал в Крым, в город Армянск. Купил земельный участок и начал строительство. Долгое время Экрем Бей с 2 сыновьями жил во Времянке. Для строительства дома не хватало средств. Долго жили, в общем, да. Потом решили достраивать дом. Сделали проект, денег сил не хватало, жили пока в Времянке. Вроде потом чуть-чуть
Появились финансы, начали строить. В этом году, узнав о программе по предоставлению материальной помощи, Экрем Ильясов собрал все необходимые документы и обратился в администрацию города. Заведующая сектором по межнациональным отношениям администрации Армянска Лимара Фазилова рассказала, что предоставленные документы подходили по всем требованиям. После этого была создана комиссия по обустройству депортированных граждан. Коллегиально был осуществлен выезд, где определена была степень готовности, степень строительной готовности данного объекта. Ну и дальше уже началась кропотливая работа по осуществлению тех параметров, которые необходимы для предоставления материальной помощи. В администрации Армянска было подписано соглашение между главой администрации Экремом Ильясовым о предоставлении материальной помощи. Теперь Экрембей уже планирует, на какие строительные материалы потратить средства. Планируем, да, вот сейчас купить окна, гипсокартон там на потолок, двери входные, там межкомнатные. Ну, а там, если может что-то еще останется, может еще что-то. Глава администрации Армянска Василий Тележенко отметил, что в регионе ведется серьезная работа в направлении укрепления межнациональных отношений. То есть есть определенные требования. Достройка дома должна быть не менее 60%. И на строительство, на окончание строительства этого дома выделено 200 тысяч рублей. Также хочу сказать дополнительно, что мы одно из муниципальных образований в Республике Крым, которые одни из первых получили это финансирование в данном направлении. Также Василий Тележенко рассказал, что для муниципального образования выделено более 11 миллионов рублей на закупку жилья для реабилитированных граждан. До конца текущего года стоит задача приобрести 8 квартир. Султания Ситакаева, Руслан Хохлов, телеканал Миллет. В крымском селе Солнечногорское сгорел многоквартирный дом барачного типа на 7 квартир, в котором проживали 12 человек. На месте происшествия побывала и наша съемочная группа. В результате возгорания по улице Коцюбинского, 17Б, пострадала глухонемая семья. Людмила Огневенко сгорела заживо. Ее мужу чудом удалось спастись. Кроме этого, 7 семей остались без жилья. По словам соседей, возгорание началось в 2:30 ночи. Марина Гончаренко живет напротив. Рассказывает, случайно увидела, как ее сосед Виктор вышел уже из горящего дома и упал. Так как он глухонемой, он так и не смог объяснить, что в доме осталась жена. Вот в этом окне. Отсюда начался пожар. Крыша была еще целая. Когда разбили окно тушить, уже дальше потом пошло. Вот очаг возгорания. Или холодильник замкнул, или он тут, может, сидел, курил. Но этого не знает никто. Эти кадры были сделаны соседями в 3 часа утра. Сообщение о возгорании поступило в службу спасения в 4:06 утра, рассказали в пресс-службе МЧС Российской Федерации по Республике Крым. К месту прибытия пожарных площадь возгорания составляла уже 100 квадратных метров. Очень завалилась крыша, не могли ж сюда зайти, пока завалилось все. И, естественно, пожарники И горела она часа 4. Крыша сразу упала. Поэтому, как мы видели, в одеяле вынесли, но видно не все тело. Пожарные приступили к тушению огня, одновременно эвакуируя жильцов дома. Спасатели вынесли из помещений 10 газовых баллонов, предотвратив угрозу взрыва. Из-за большого количества пристроек и отсутствия водоисточников было принято решение о привлечении 3 водовозов коммунальных служб. Пожарные приехали минут 5 сразу, быстро. Ну, тут стала пожарная, улица очень узкая. Потом там стояли машины много. Ну, воду подавали. Машина пожарников было человек 7 сразу. Благодаря совместным усилиям 56 человек спасательных групп удалось остановить огонь и не допустить его распространения на 3 соседних жилых дома, которые находились в непосредственной близости. В 5:37 пожар локализовали, в 9:37 ликвидировали. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. По словам Марины, здание, которое сгорело 1917 года постройки. Пожар на этой улице случился не в первый раз. Ну, не впервые, школа горела, не знаю, полгода назад старая. 40 лет назад в начале улицы в этот день тоже так же сгорел дом, и женщина погибла, учительница. Тут приходила женщина, говорит, именно в этот день. На данный момент муниципальные власти решают вопрос об оказании помощи семьям, пострадавшим в результате пожара. Сабрия Халиляева, Эдем Исмаилов, телеканал Миллет. В Старом Крыму прошел круглый стол, посвященный изучению и сохранению памятников истории и культуры крымско-татарского народа и ислама в Крыму. В обсуждении вопросов приняли участие ученые, краеведы, архитекторы, представители общественности и государственных органов власти из Казани, Санкт-Петербурга, Симферополя, Бахчисарая и Старого Крыма. Подробнее знает наш корреспондент София Шукурова.
Вопрос о статусе, сохранении, охране и реставрации памятников истории, культуры и архитектуры крымских татар у наших соотечественников назрел давно. Начальным этапом в этом деле стало создание свода памятников истории и культуры крымских татар, над которым в данное время работают специалисты Крымского научного центра Института истории Академии наук Республики Татарстан. Выбор места проведения мероприятия не случайен. Появившийся в период Средневековья город Солхат является столицей Золотоордынского Крыма и первой столицей Крымского ханства. На территории Старого Крыма расположены уникальные объекты исламского культурно-исторического наследия. Конференцию открыл директор Института истории имени Марджани Академии наук Республики Татарстан, доктор исторических наук Рафаэль Хакимов. Он отметил, что ежегодное проведение в Крыму крупных научных конференций и круглых столов стало для института хорошей традицией. В планах работы Крымского научного центра написать фундаментальную историю Крыма и крымско-татарского народа. И очень важный этап, без которого невозможно вообще писать историю, это учет тех памятников, которые сохранились. В Крыму их очень много. В рамках круглого стола состоялась презентация первого тома свода памятников истории, архитектуры и культуры крымских татар, представляющая детальное освещение сохранившихся и утерянных объектов историко-культурного и архитектурного наследия крымских татар Бахчисарая. Сейчас институт работает над множеством проектов, которые в скором времени реализуются. Планируем подготовить и выпустить аналогичный свод памятник архитектуры, культуры и истории крымских татар города Симферополя. По Бахчисарайскому району уже работа практически уже завершена. Впервые за круглым столом, где обсуждали изучение и сохранение мусульманских памятников архитектуры Крыма, присутствовал начальник отдела учета и охраны объектов Государственного комитета по охране культурного наследия Крыма Андрей Филатов. Нашлась наконец-то организация, которая занимается именно этим направлением, и я думаю, что нам это будет большим подспорьем для подготовки документации с целью постановки на учет объектов, которые выявили в ходе проведения работы по подготовке каталога. Надеемся, что дальнейшие книги каталога будут тоже тем же подспорьем, и мы пойдем по городам и районам, и те наиболее значимые и важные объекты будут внесены в единый государственный реестр памятников Российской Федерации. Во время круглого стола историки, архитекторы, ученые зачитывали доклады о исторических объектах, о культуре и особенностях жилой архитектуры крымских татар. К сожалению, то, что мы видим на сегодняшний день в сфере архитектуры, в сфере дизайна, это практически безликие, олиповатые постройки. Я бы очень хотел, чтобы современные архитекторы и дизайнеры больше и пристальнее обращали внимание на традиции нашей жилой архитектуры и активнее применяли ее в современном мире, в современном этапе, на современном строительстве. Потому что это надежнее, это дешевле и это красивее. И это, в принципе, то, что способствует именно возрождению крымского духа на крымской земле. В конференции принял участие и заместитель муфтия мусульман Крыма Эсадуллах Баиров. Он отметил, что Духовное управление мусульман Крыма также ведет работу по восстановлению мусульманских исторических объектов. В сентябре мы открыли мечеть Сейд-Сетар в Симферополе. Работаем над мечетью в Синекаменке-Кокташ. Участники круглого стола отметили, что такой обмен опытом полезен как для Крыма, так и для Республики Татарстан. Так как история татар, история тюркских народов, она едина, то, естественно, это обогащает обе стороны. У вас богатейшая история, вам есть чем гордиться, вам есть что хранить. Большая трагедия была пережита вашим народом. И понятно, что есть истоки, к которым вам можно обращаться, откуда вы можете черпать силы для будущего. В завершении мероприятия был принят проект резолюции, согласно которой участники круглого стола с целью популяризации исламского историко-культурного наследия полуострова будут обращаться в органы государственной власти Республики Крым о включении наиболее значимых памятников истории, архитектуры и культуры крымских татар в туристические маршруты нашего полуострова. София Шукурова, Алишер Алимов, телеканал Миллет. Это все новости на этот час. В студии для вас работал Асан Абибулаев. До новых встреч в эфире.